Марстен Алиев вылечился от коронавируса. После 24 дней в больнице, 19 из которых он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, наш герой никому не пожелал бы пройти через все это. Жена вызвала скорую, привезли в 6-ю клиническую больницу сюда. Но положение, как температура так как не спадала. Ночью 2 часа приехали эпидемиологи, взяли наши сотрудники санэпидемстанции, взяли ПЦР-анализ. И в тот же день меня отвезли в клиническую инфекционную клиническую больницу города Бишкек. Положили в отделение. Температура также не спадала, даже под 40, вот где-то потоотливость, головные боли и так далее, мышечные боли. Но сознание было такое замутненное, так как бы. Почти как бы сам не ходил, как бы помогали. Несколько последующих дней температура не падала, держалась на уровне 40 градусов. Сделали рентген, обнаружили поражение обоих легких. Через день при повторном рентгене состояние не улучшилось. Врач пришел, говорит, положение, говорит, ваше еще в сторону ухудшения стало. На 5-й, по-моему, день состав, показания крови испортилось. Тогда я спросил врача, говорю, у меня есть шанс выжить или нет? Он сказал. Промолчал, он как бы тему отвел, как бы. Вот тогда у меня было очень такое критичное очень состояние, думал, наверное, домой не поеду, как бы, да. Марстен Алиев переболел тяжелой формой COVID-19. За 24 дня в больнице похудел на 10 килограммов. После болезни остался фиброз легких и мышечная слабость. По его словам, когда ему сообщили диагноз, первым делом он забеспокоился о семье, не заразил ли их. Как выяснилось, позже все обошлось, поскольку он, будучи сотрудником медицинского учреждения, придерживался всех необходимых мер профилактики для защиты своих близких. Вирусная инфекция, двухсторонняя пневмония, гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Но коварство заболевания заключается в том, что оно может проходить бессимптомно, и риск заразить окружающих, чувствуя себя абсолютно нормально, достаточно высок. Именно таким образом, скорее всего, заразился и Марстен Алиев. Очень большое количество людей, они являются бессимптомными носителями. И они могут быть источником, да, они не болеют, но они могут привести это заболевание в свою семью. Они могут привести это заболевание в свой коллектив. И поэтому я бы хотела убедительно попросить, что всему населению, несмотря на то, что мы понимаем, на улице тепло, ярко, всем охота дышать на свежем воздухе, но маски снимать нельзя. Масочный режим соблюдается во всех странах, во многих странах. И поэтому рекомендуем носить маски, соблюдать личную гигиену, обработку рук и, конечно, очень важно социальное дистанцирование. Как отмечают специалисты, прогнозировать ситуацию с коронавирусной инфекцией очень сложно. Но однозначным фактом является то, что пандемия COVID-19 – это не чей-то вымысел или теория заговора. Это коварное заболевание, которое на сегодняшний день уже унесло сотни тысяч жизней по всему миру. И от вероятности заражения не застрахован никто из нас. Для того, чтобы свести эту вероятность к минимуму, необходимо строго соблюдать все санитарно-гигиенические нормы, носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и без необходимости не выходить на улицу. Нурбек Иманов, Бексултан Хурманбек Улу, Алато 24.